Всем привет! С вами Усманов Асхат и Данель. Моя девушка Данель. Я парень, девушка Данель. Ну, короче, ладно. Хотел как-то грамотно представить. Ну что? Начинаем? Давай, чекнемся, кто первый. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты выиграла, ты первый. Нет, ты начинаешь. Ладно. О, интересно, очень интересно. Мне только что скинули вопрос. Мы вообще не читали, не готовились. Давай, первый вопрос. Какое первое впечатление было у Данель о тебе? О, это же... Я не из Казахстана, я с Кыргызстана, я кыргыз. И в первое впечатление у нее, она мне уже рассказывала, и сестренка рассказывала. Что за кыргыз? Кто он? Я потому что снимал ролики с ней, дуэт. Но она меня вообще не замечала. Да я и этого и не хотел. Шучу, конечно. Я специально снимал ролики, чтобы она меня заметила, но она, оказывается, заметила вообще. Я ожидал другую реакцию, но она такая, да нет, с этим, да. Ну, еще сестренке что-то она, оказывается, против имела, потому что за то, что шиперили. Вот такое вот первое впечатление. А потом, после встречи, думаю, все изменилось, да, наверное, да? Нет? Да, конечно. Из-за этого вместе. Вот и мой первый вопрос. Ответ. Ответ? Ой, мой первый ответ. И вопрос тоже. Теперь ваша очередь. Так, первый вопрос. О какой профессии в детстве мечтал Асхат? Ты сам не знаешь. Я даже не знаю, мы не разговаривали на эту тему. Но мне кажется, Асхат хотел стать... Я вспомнил. Актером? Да, кстати, да. Да? Молодец. Он до сих пор об этом мечтает. Да, кстати, это моя мечта. Второй вопрос. Назови любимый турецкий сериал Данель, который она может пересматривать бесконечное количество раз. Блин, подожди. Я все, тебе стоп. всегда об этом Да, ты мне всегда говорила. говоришь. Там, короче, снимается Бурак Özçivit и Нихан. И этот сериал называется «Черная любовь». Yes. Да, правильно. Она уже и турецкий язык пересмотрела, и русскую озвучку. Там вообще кошмарно. Да. Давай, твоя очередь. Так, второй вопрос. С чего началась модельная карьера Асхата? Откуда эти вопросы вообще? Ты помогала. Почему? Откуда эти вопросы вы знаете? Ладно. Что-то мне страшно. Давай. Асхат начинал... В Кыргызстане, да? Ну да. Мне кажется, в 15-м году, да? Ты 10 лет занимаешься... Нет, точная дата 16-й, именно вот моделинг 16-й год. Ну, я была близка. Да, точная дата в 16-м году в Бишкеке, в Кыргызстане. Он начинал в 16-м году. Угу. На тот момент его очень сильно хейтили. Не то чтобы хейтили, у него было такое окружение пацанское, где его воспринимали... А сейчас какое? Нет, не то, что пацанское. Наверное, все видели сериал Районское, «Черный двор». да. Да, это мой двор. Там я и вырос, и жил, и учился. И вот прикиньте просто, «Черный двор» и ты модель, да? Ну, Да, это его вообще как-то воспринимали. не подходят вот друг от друга вообще. Меня даже не пускали во двор, я помню. Папа пускал, а ребята нет. Да, и в 2016 году я же стал сразу же мистер Кыргызстана, мистер Бишкек и топ-10 самых таких молодых моделей Азии. Вот так вот я и начал свою карьеру модельную. Третий вопрос. В каком году Данель набрала первые 100 тысяч подписчиков в Инстаграм? Я сама даже не помню. что за вопросы? Ладно. Дай вспомнить. Я помню, я видел интервью, где ты говорила, я набрала 100 тысяч подписчиков в 21 году. Когда я давал интервью? Я где-то видел, короче. Или ты мне рассказывала, либо сон. Ну, в 21 году ты набрала 100 тысяч первые подписчики. Ты еще пришла домой, твои родители встретили. Вау, короче. Да? 21 же год? Я сама не помню. 21 год. Примерно 20-21 год. Ну, почти Да. правильно. Давай, Так, твоя очередь. Следующий вопрос.
Какое любимое упражнение Асхата в тренажерном зале? Именно определенное упражнение я не знаю, но он любит качать руки, плечи, верхнюю часть тела в основном. Да нет, нет, самое любимое упражнение, знаешь какое? Какое? Это... Вот это же? Где ты лежа делаешь вот это? Да, на грудь вот качаю вот здесь полностью. Да, это мое самое любимое упражнение. Это правильно, нет, неправильно же, да, ты не ответила же на вопрос. Я же ответила правильно. Ну, ладно. В каком образе Данэль была на выпускном? Ой, блин. Это же, по сути, выпускной. Недавно же, да, у тебя было, да? 2 года назад. 2 года назад. В каком-то образе была? Блин, я вообще не знаю. Я реально не знаю. Я вообще даже фотографии выпускного не смотрел. Вообще, я и тебя не знал до этого. Как? Блин, я не знаю как. Так Так получилось, что я вообще не смотрел, наверное. Ты же на тот момент меня знал. Ты снимал тиктоки. И даже поздравил меня. Розовое платье. Нет. Ладно, я не знаю, я честно не знаю. Да, скажи, пожалуйста, У меня было я белое запишу. платье. Длинное белое платье. Вот. Я еще это платье надевала на той даме Урымбаевой. Помнишь? Белое все. платье, Вспомнил. Следующий вопрос. Если бы Асхату нужно было выбрать заведение в Бишкеке, в которое он ходил бы каждый день, это было бы... Да я даже не знаю, какие заведения есть в Бишкеке, потому что я была там всего сколько? Да я 3 сам не раза. знаю, какие заведения есть в Бишкеке. Тем более вот. Мой дом. Ну нет, насчет вот этого вопроса, честно, я не знаю, какие заведения есть вообще в Бишкеке. Компьютерный клуб, наверное, я бы туда всегда Да, это ходил. да, бы. кстати. Да, компьютерный клуб. Улицу вроде проспект Мира Ахмаева, что ли, там классный компьютерный клуб есть. Могу там ночами сидеть, чтоб папа не узнал. Сколько лет Данэль занималась черлидингом? Они с нами живут, отвечай, они агенты. Откуда они знают, что Откуда это вообще еще? эти вопросы? Я же говорю, они с нами живут. Я-то думаю, кто там возле меня спит. Сколько лет Данэль занималась черлидингом? Я тебе об этом говорила. Это те вещи, которые вообще не запоминаются. Да ну, это вообще Как? не нужно. Как не Там запоминается? такие проблемы, а тут сколько лет Ты всегда черлидингом это занималась? Ну и давай примерно скажу, 6 лет. Вот где-то плюс-минус 6 было. Нет. С 2000 какого-то года до этого. 16-го года вроде было. 16-й год? Нет. Это не знаю. 10 лет. 10 лет? Да? Я же тебе об этом говорила, ты чего? Блин, это что, недавно, что ли? Ты недавно родилась, не? Да, вот я 10 лет, получается, с 1 класса до 10 я занималась черлидингом, а потом уже начала заниматься фитнесом. Молодец, вот. молодец. И плюс Поздравляю. еще верховая езда. Ну да. 2-3 дня. Давай. Месяц. Много. Давай. Так, 5-й вопрос. В какой цвет Асхат покрасил волосы в 2020 году? Это момент блин, коронавируса. страшно. Это А? момент коронавируса, да? Этот момент я не знаю, я очень много раз красил. Подожди, 20-й год это коронавирус, да? Это ты только краш-хаус. краш-хаус, значит, фиолетовый, Фиолетовый цвет, розовый да. еще был. Не. Розовый Да, был у тебя, я помню. Тут ни розового не было, ничего не было. Первый был Фиолетовый фиолетовый, а потом уже розовый. Светло-фиолетовый, может быть. Вот. Но это 20-й год, елки. Ну, коронавирус, делать нечего было дома. Вот. Страшно мне отвечать на вопрос сейчас. Еще 6 вопросов, да? С каким животным ты ассоциируешься с Данэль? Вот, там вообще 2С, 2И. Данэль. Ну не крыса точно, блин. Ты еще вот в этом еще маленькие мышки же есть, но нет. Подожди, какое животное? Я бы хотел сказать лошадь, но вообще не лошадь. Характер у лошади это вообще другое. У тебя такой спокойный характер. Мне кажется, ты... Да и блин... Что, по росту определять, что ли? Да нет, характер же, да, нужен больше? У Данэли. Да. Блин, я У пропустил. Ай, ё-моё. Ну, конечно, там одна У стоит, можно пропустить.
Да, меня она видит как лошадь, просто лошадь. И не просто только я, кажется. лошадь, особенно лошадь с этого, да, с Рапунцель, да, вот этот хорс, который. Ну, это, по сути, это классно, то, что меня видят таким. Лошадь — это сильное животное, у него Да. характер такой сильный, не то, что И по характеру, и по внешности. козлы, да, Аскат. например. Да. Ну, давай ты. У Аската долгое время был этот страх, и он не смог его перебороть. Это был страх высоты. Я даже видела ролик, где он боялся. Это было Я не на... боялся, я думал, какую сальтуху сделать. Думал долго. Да. Нет, по сути, страх у каждого человека есть. Человек рождается, у него уже в жизни, ну, типа, уже два страха. Это высота и вроде бы глубина. Остальные вот эти, это научно придуманные страхи. А по сути, вот видишь, у меня этот страх остался высоты. И я до сих пор не переборол, я, типа, до сих пор боюсь. Мне страшно, я теряюсь, когда вижу высоту. Я все забываю, что, как вообще, кто рядом стоит. Я У тоже, меня кстати, голова боюсь. просто... Это я не знаю, как перебороть вообще, честно. Вот аж мне страшно стало, я ж вспомнил, блин. Вот здесь вот какой вопрос такой. Сколько бы ей нужно было бы выбрать цветы, одни цветы, которые она смогла бы получать до конца жизни, то это были бы... все, вспомнил. Пионы. Да. Это пионы, да? Да. Я почти Обожаю каждый месяц тебе пионы. дарю пионы. Ну как почти? Почти каждый месяц я Каждый тебе дарю. месяц. Да, пионы дарю. Я знаю. Розовые особенно. Да. Следующий вопрос. Угадала. 7-й вопрос. Какой знаменитостью Аскат хотел бы встретиться или уже встретился? Он хотел бы встретиться с Криштиану Роналду. Да. Я готов Это заплакать. его мечта. Самая большая такая. Если был бы футбол в Казахстане, играли бы, я бы на поле бы выбежал бы. Да что там охранники? Мне бы главное Роналду видеть. Это моя мечта, да, увидеть Криштиану Роналду. Правильный ответ. Первая брендовая покупка Данель это... Но это точно не Луи Виттон. Или Луи Виттон первый? Ну, смотря что, если косметика, то нет. Да я даже сама не помню. Ну, давай косметику сделаем Dior, да? От Dior. Кстати, Вот те вот Dior да. палочки были. Вот Палочки? Dior. Палочки, карандашики, да? Карандаши. Палочки там нет. Помада. Нет. Ну, что-то. Первая моя дорогая, брендовая покупка — это косметика от Кайли. О, ну, почти угадал. Но я помню, что это была косметика. Твой вопрос? Расскажи о самом ярком впечатлении Аската из последней поездки в Корею. Он говорил, что там очень высокие здания, и там можно просто заблудиться. Еще Очень раз легко. прочитай вопрос. Первое впечатление Кореи? Самом ярком впечатлении Аската из последней поездки в Корею. Ну да. Самое яркое это вот то, что там, конечно, красиво, но больше, наверное, запомнилось то, что слишком высокие здания, ты просто заблудился. Нет, не это. Нет? Нет, потому что, да, типа, ты уже Корею уже видишь то, что она, ну, эти здания высокие, ты уже в картинках это видел. Там менталитет, вот это вот все, я удивился от этого, как люди вообще смотрят на мир, вообще, как они живут. Чистый город, ну, реально чистый город. Я вот этот увидел своими глазами. У нас что, в СНГ, там, асфальт, убрали асфальт, он может годами стоять, а потом уже сделать. А в Корее нет. Там, короче, авария была, произошла такая мини-авария. Через 5 минут полностью все убрали. Вот все. Серьезно? Полностью все чистое и все, без пробок, ничего. Вот. Я вот так просто смотрел, наблюдал, и через 5 минут приехали, убрали все. Никакой там скандала потом не было, этого всего. Там, короче, бетоны были развалены. Все, через 5 минут убрали. Нифига себе. И вот я увидел это и удивился. Ну и люди, конечно, там как-то другие, они вообще не смотрят, кто ты, что ты. Типа, если ты в толпе, все, ты в толпе, да? Им вообще настолько пофиг на людей. Вот. Вот такие у меня первые впечатления были. Чистота. Слушая эту песню, я вспоминаю конец весны и начало лета. Тогда я закончила школу с осознанием, что мое последнее беззаботное лето... Я об этом писала, да? Кажется, Что мое это последнее беззаботное лето,
я обязана сделать его незабываемым. О какой песне говорила Данэль? Я это, кажется, в Телеграме писала, если не ошибаюсь. Офигеть, откуда Подожди. эта информация? Это же надо подготовиться, да? Какая песня ты можешь сказать? Слушай эту песню, смотри, ты вспоминаешь конец весны и начало лета. Тогда я закончила школу. Что мое последнее беззаботное лето, я обязан сделать это незабываемым. Ёлки-палки. Я сама не помню, какая песня, но на тот момент мы со Схатом только начали встречаться, и эта песня, кажется, сейчас. Мы разве начали встречаться в конец весны, начало Нет. лета, что ли? Вообще там Летом конец же. лето же, 27 июля. Ну, середина. Ну, почти да. Нет, я честно, на этот вопрос я не могу ответить, это слишком сложный вопрос. Что за песни вообще? С ТикТока, наверное, да? Тренды. Ну, ты ищешь, да? Нет, Я давай смотрю. потом, короче, давай потом. А, Шуга-шуга, бэйби. я это писала в журнале, да? Все, вспомнила. Она придумывает, пишет и за это забывает. Ай, и меня подставила. Давай. Как прошло ваше первое свидание? Наше первое свидание. Вспоминай. Я не вопрос. помню, как Не, твой прошло вопрос. наше первое свидание. Можно я посмотрю в галерее? Так я вспомню. Подожди, первое свидание. Давай, нет, лучше давай вот так. Физически вспомним наше первое свидание. Это было 27-го, если мы... Мы Начали встречаться 27 числа. Куда мы ходили после? Мы вообще куда-то... У него вообще были деньги, чтобы мы куда-то пошли? Нет? Не ходили же мы никуда, правильно? Он только переехал на тот момент. Да, я только приехал, у меня вообще 0 денег, ничего в кармане нету. Мне самое интересно Я вот стало. так залазил в карман, я только свои ноги чувствовал, ляжки. Больше ничего не было у меня в кармане. И куда мы ходили? Сейчас Может, в смотрю. столовой просто кушали? Нет. Мы с тобой ходили в кино. На этого... Тора? Да. Это до того, как мы начали встречаться. Да. Вот это наше первое Через свидание. 10 отказов мы все-таки пошли в кино. Нет, просто время на не тот то, момент время не то, хотела. это не то. В сторисах смотришь, а пишешь, да нет, вообще там дома уборка там, скандал у меня в жизни идет. Ну все-таки, да, первое свидание, это наш, фильм Да. Тор. Мы Рагнарёк ходили в как раз. Доск Плаза, до сих пор помню. этот момент. Да. И мой последний вопрос. Как бы Данэль продолжила бы фразу «любовь – это взаимопонимание». Правильно? Да, песня. Последний вопрос. Если бы Асхату предложили провести год жизни в любом месте мира с тобой, то в каком? Это, конечно же, Америка. Нет? Там что, с тобой или без тебя написано? Со мной. Но Нет, со мной год не со жизни мной. с тобой в Америке? Нет. Не, надо что-то роскошное. В Турции, наверное. Ты же мечтал. Ну, это мечта же. Ну вот. Мечта одного человека, одного пацана. Шучу. Вместе в Америку, Нью-Йорк особенно, вот Таймс-сквер, где вот это все такое, то, что в сказках, то, что в фильмах. Да, Нью-Йорк. Ну, я бы хотел бы с тобой в Турцию. Ну, прикинь, Я Турция. тоже хотела бы. Да, так что скоро сбудется и это наша мечта следующая. Теперь мой вопрос к тебе, да? Блин, ну, на этот вопрос я, конечно, не подготовился, но давай я так банальный вопрос спрошу, потому что у тебя уже за год столько всего у тебя сейчас изменилось. Кем ты, например, себя видишь через 5 лет? Я помню, год назад ты отвечала вообще по-другому, и даже меньше года она уже как-то сейчас уже воплотилась. И вот хочу сейчас прям спросить, вот кем ты видишь себя через 5 лет? Через 5 лет мне будет 24. Я вижу себя... Не надо полностью открываться, ты можешь так. Да, чтобы потом они уже на дальнейшее интервью разбирались, это писали вопросы. Она так отвечала там. Окей. Ну, я вижу себя успешной. С 5 миллионами подписчиками.
даже больше. Уф. Чувствую, у меня будет свой бренд личный. Ну, в плане вот карьеры успешной вижу себя. Болсын. Давай, Болсын. удачи тебе. Рахмет. Будем делать. И твой вопрос? Мой вопрос, он такой банальный. Твое первое впечатление обо мне? Там наоборот же, да, было? Да. Ой, блин. Вот что, не люблю, да, вот вспоминать. Мое первое Давай, впечатление, отвечай. да? Слишком маленькая была ростом, прям вообще, прям вот так вот, туда-сюда вот. Рост маленький был, но она очень милая была в жизни. Прям, я думал, она прям будет базарить со мной, общаться, но нет, ничего вообще от него я так и не услышал. Максим услышал, давай вот этот тренд отснимем, и все. За всю эту нашу 3-часовую встречу, кроме вот этого тренда, давай отсними, давай там встань, тут встань, больше ничего. Я думал, ты общительная будешь. Но очень красивая, привлекательная, симпатичная, прекрасная, яркая, солнечная. И вот и все. Вот и мы ответили на все вопросы. Поздравляю, молодец. Мы справились, да? Да. Вроде без косяков. Спасибо вам за приглашение. Было очень круто. Да, вопросы, конечно, такие же необычные. Такие. Откуда эти вопросы, тоже неизвестно. Ну, было прикольно, было очень интересно. Я бы еще поотвечал бы на несколько вопросов. Да? Да. Все, всем пока. С вами был Осмонов Асхат и... Данейк. Йоу.